По живописным желтым полям специалисты Россельхозцентров Ингушетии и Чечни направляются на границу двух субъектов. Именно в этих местах осенью отмечается скопление саранчи для яйцекладки. Все, что нужно специалисту для работы – сачок и опыт, чтобы понять, что за особь перед ним и несет ли она угрозу сельскому хозяйству. Вот они, наши общие друзья. Этот вид кузнечиковых раньше не встречался на территории Ингушетии. Специалисты внимательно изучают, чем питается популяция и не наносит ли вред сельскохозяйственным растениям. Выяснилось, что эти бескрылатые кузнечиковые злаковые не трогают. Им по вкусу вот этот сочный желтый сорняк, своего рода насекомое фитосанитар. А значит, жить ему на территории Ингушетии разрешается. Мы не нашли вредоносности на наших полях. Не нашли. Они питаются зеленкой на откосах, на обочинах. Особых причин для беспокойства мы не определили. Жить новому для Ингушетии виду кузнечиковых на полях республики можно, но специалисты все равно держат руку на пульсе. Если вдруг вкусовые предпочтения у прожорливого насекомого изменятся в сторону посевов, придется принимать меры. Это же касается и саранчевых. Бить тревогу сотрудники Россельхозцентра начинают при увеличении численности популяции. Если стадных саранчевых становится более 5 штук на квадратный метр, это показание к принятию экстренных мер. Из стадных в Ингушетии встречается лишь один вид саранчи – итальянский прус. Для нестадных показатель более щадящий – 12 штук на квадратный метр. Сегодня экономический порог вредоносности не превышен. В Ингушетии крайний раз нашествие саранчи отмечалось больше 15 лет назад. Республике пришлось очень экстренно среагировать против насекомых. Проводили обработки, массовые обработки. Даже был вылет с самолетами, мы обрабатывали нашу территорию, луга, пастбища, культурные растения обрабатывали. Сейчас у нас бывает заселение, очажное заселение, такие, гектары, вот пастбища мы обрабатываем ежегодно, там максимум гектаров 500. Когда образуются кулиги, по личинкам мы ежегодно работаем. А так беспокойства для сельхозтоваропроизводителей как таковой не было, чтобы они вредили бы культурные растения последние годы. Сегодняшний фитосанитарный мониторинг приграничной территории показал, что поводов для беспокойства нет. Однако, имея дело с саранчой, нужно всегда быть начеку. Это одно из самых опасных для народного хозяйства насекомых. Одинокие особи совершенно безвредные. Опасны те, кто сбиваются в стаи и сжирают все зеленое на своем пути. В древние времена налеты саранчи не просто уничтожали урожай, а могли привести к голоду целого народа. Нашествие саранчи известно с древнейших времен. Веками это насекомое уничтожает посевы по всей планете. Впрочем, не брезгуют и другой едой. Например, в 60-х годах в Марокко саранча опустошила апельсиновую рощу, поглощая по тонне апельсинов в минуту. В России же известен факт, когда эти насекомые съели железнодорожные шпалы. Сегодня для борьбы с возможными нашествиями саранчи у Россельхозцентра есть специальная техника, которая в любую минуту готова экстренно начать работать. Также закуплены специальные препараты за счет государственного бюджета, предназначенные для обработки земель и дорог федерального значения. Но на сегодняшний день обстановка в полях спокойная, даже больше умиротворенная, что не может не радовать местных аграриев. Мониторинг популяции саранчи в Ингушетии будет проводиться до поздней осени. Анастасия Шишина, Хасан Евлоев, Магаз 24.